Каждый ребенок по-своему здесь индивидуален. Кто-то владеет уникальной подачей элементов, кто-то имеет невероятную растяжку, у кого-то от природы одарен виртуозностью и легкостью. Мы стараемся подчеркнуть, найти потенциал каждого ребенка. Мы изначально стремились к этому, чтобы наша студия танца могла предоставить детям универсальность. То есть ребенок мог заниматься и народным танцем, одновременно посещать современную хореографию, заниматься классическим танцем, гимнастикой. Когда ребенок хочет, и у него есть желание, вот это меня больше всего вдохновляет. Мы нашли общий язык с детьми, они понимают меня, я понимаю их, и благодаря этому у нас команда. Я мечтаю ходить на танцы всю свою жизнь. Но бабака сказала, надо закругляться, а я говорю, не хочу я закругляться с танцами, мне нравится выступать. Я мечтаю стать великой артисткой. Мы ездили уже в разные города с нашей командой. Мы были и в Москве, в Ростове-на-Дону, попали в десятку лучших танцевальных команд Крыма, вот с современной хореографией, эстетической гимнастикой. И стараемся держать этот рейтинг. Каждый день занимаюсь и продолжаю участвовать в различных мастер-классах. Мне нравится ходить на гимнастику, потому что мы учим там много элементов разных. Еще у меня там есть много подруг, мы выступаем там, и мне очень нравится. Когда мне делают ножки, мне очень больно, но я терплю, потому что я хочу стать великой гимнасткой и добиться хороших успехов. Мне нравится танцевать, получать медали, грамоты. Я мечтаю, когда вырасту, ехать за границу, там танцевать. Кто-то из детей может раскрыться за 5 месяцев, кто-то может за 7 месяцев, а кому-то нужно 2 года. И вот эти 2 года нужно вот именно выжидать. Иногда тренеру кажется, что это время, которое ушло впустую в песок, но на самом деле нет. Вот именно через 2 года этот ребенок раскроется. И вот на своем личном опыте я поняла, что если ребенка привели, он плачет, он не хочет, я знаю, что именно этот ребенок, это будет самый ведущий наш ребенок, и эти дети имеют самое большое количество наград и медалей. Я считаю, что нужно всегда верить в себя, в первую очередь. Это уже 1/3 успеха. Ребенка нужно всегда поддержать, родителей поддержать. Но, если честно, я сама всегда в это верю, что даже если очень тяжело, нужно всегда верить в то, что вот закрылась одна дверь. Есть еще другая, есть еще третья. Нужно стараться верить в лучшее и никогда не унывать. И все получится.